Коми выявлены первые случаи заболевания вирусом гриппа H1N109. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник республиканского отдела эпиднадзора Ромен Галимов. Пока заболевших немного, состояние их стабильное, а сам эпидпорог не превышен. Впрочем, медики призывают жителей Коми внимательнее относиться к своему здоровью и ни в коем случае не заниматься самолечением. Любовь Лапина о внимании к здоровью. По данным ВОЗ, уровень заболеваемости гриппом пока незначительный, не портит общую статистику даже Украина, хотя там уже зафиксировали как минимум 30 летальных исходов от пневмонии, которая развилась на фоне вируса H1N109. В России проблемные пока только южные регионы, отмечают медики. Праздники в нашей республике прошли спокойно. За первые рабочие дни в Коми зарегистрировано всего чуть больше 4000 случаев заболевания. Эпидпорог в районе 12 тысяч. Впрочем, повод для опасения все же есть. Буквально вчера вечером в лаборатории, вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Коми выделены вирусы гриппа H1N109 от больных, которые сегодня находятся в стационарах республики. То есть грипп к нам пришел, ожидаем это в Сыктывкаре. Мы ожидаем то, что, как и положено по всем законам, вот сейчас на второй неделе после каникул будет начинаться подъем заболеваемости. H1N109 – это тот самый грипп, который сначала назывался свиным, а потом пандемическим. Сейчас, как отмечают медики, он приобрел признаки сезонного. Вот я только что созвонилась со стационарами взрослыми, да, я могу сказать по-детскому, что мы пока загружены вообще наполовину отделения респираторных вирусных инфекций, больше болеют кишечными вирусными. Вот. Тяжелых больных на сегодняшний день нет, да, несмотря на то, что вот мы выделили 3 случая, но тяжелых в отделениях реанимации нет. В отличие от сопредельных нам стран, Россия и Коми, в частности, к встрече вируса готовы. В этом сезоне в республике привито 30% населения. Небывалый уровень, таких цифр в регионе еще никогда не достигали. Но, тем не менее, под угрозой остаются еще 70% населения. Именно эта часть жителей Коми больше подвержена осложнениям после гриппа, в частности, пневмонии. Сценарий украинских, Одессы и Краматорска тому свидетельство. Украина давным-давно не прививается, у них нет государственной системы. Проблемы были по Украине у нас с корью, вы помните, то, что завозы в Российскую Федерацию были с корью. Да, у нас братские страны, да, мы тесно сотрудничаем, да, население постоянно мигрирует туда-сюда. Отсюда и получается все. Совсем недавно с Украиной были связаны проблемы, связанные с полиомиелитом. Сейчас проблема, связанная с вирусом гриппа H1N109. А потому, как отмечают медики, важно не заниматься самолечением. Как только температура резко выросла, а кости начала ломить, нужно немедленно вызывать врача на дом. Любовь Лапина, Василий Янин, телеканал Юрган.